Здравствуйте! Всем привет! В прямом эфире специальный выпуск программы «Студия-11». Совсем скоро, 22 августа, наша республика отметит свое 98-летие. И уже 4-й раз накануне дня рождения Коми открывает свои двери выставка достижений и возможностей отрасли народного хозяйства Республики Коми «Достояние Севера». Покинув привычную студию телеканала «Юрган», наша программа работает в прямом эфире здесь, на выставке, в самой гуще событий. Ближайшие 1,5 часа с вами проведем мы, Екатерина Борш и Алена Югова. Расскажем и покажем, что интересного можно найти и увидеть на выставке. И, конечно, ждем в студию гостей, которые расскажут о новинках и достижениях предприятий, которые они представляют. Свои стенды с информацией выставляют промышленные предприятия, предприятия лесной и деревообрабатывающей отрасли, легкой и нефтегазовой промышленности, сельского хозяйства. Не остались в стороне учреждения культуры и образования. Здесь музеи, библиотеки, учебные заведения Коми. Немало представителей здравоохранения. Предприятия художественных промыслов привезли на выставку красоты, сделанные своими руками. В этом году выставка «Достояние Севера» дополнилась B2B-зоной. В течение дня представители бизнеса разных масштабов найдут для себя полезную информацию и взаимовыгодные связи и партнерства. Не скучно будет ни детям, ни взрослым. Кстати, на выставке есть зона для детской площадки, где ваших малышей займут, и им будет во что поиграть. А прямо за нашей спиной вы видите сцену республиканских театров. Театральная гостиная ждет своего зрителя. Вы можете поучаствовать в интерактивной акции «Глазами машиниста». Специально для этого в ТРЦ «Июнь» установлен тренажерный комплекс, полностью имитирующий кабину электровоза «Ермак». Этот комплекс используется для обучения локомотивных бригад вождению поездов и действиям в нештатных и аварийных ситуациях. Посетители выставки, особенно автолюбители, оказавшись на несколько минут в кресле машиниста поезда учебного тренажера, смогут почувствовать колоссальную ответственность, которую несут машинисты. Дело в том, что на симуляторе машинист-инструктор моделирует чрезвычайную ситуацию – автомобиль на железнодорожном переезде. И участнику акции необходимо избежать столкновения и сохранить целостность подвижного состава. В Коми ВДНХ традиционно принимают участие и спасатели. Работники управления противопожарной службы и гражданской защиты Коми расскажут о региональной системе 112, о том, как правильно общаться с оператором службы для получения своевременной экстренной помощи. А еще рядом будет организована фотозона, где желающие смогут сфотографироваться в настоящей боевой одежде пожарного. Кстати, посетители выставки получат уникальную возможность попробовать в действии огнетушители. Ты когда-то пробовала? Нет, я ни разу не пробовала, если честно. Вот мы обязательно посетим. Здесь работает интерактивный учебно-тренировочный комплекс средств тушения пожара, который имитирует звуки пожара, шума пламени, процесса тушения работающего огнетушителя. И, конечно, на выставке все 20 муниципалитетов республики покажут то, чем они гордятся, их прошлое, настоящее и будущее. Расскажут о том, что нового и интересного появилось в районах за прошедший год. А сколько вкусностей на столах, просто северное изобилие. Да, «Достояние Севера» порадует и любителей флоры и сауны. На площадке Сыктывдинской станции по борьбе с болезнями животных прямо на глазах гостей выставки с помощью специального анализатора молока проведут эксперимент. Какое молоко все-таки лучше? Живое, прямо из-под коровы, или же обработанное? Ну и этим не ограничится. Ведь если вы счастливый владелец пушистого друга, вам будет интересно посетить мастер-классы станции. Например, побольше узнать о чипировании. Это способ идентификации животного. И посмотреть на то, как правильно стричь когти своей кошки или собаки. К слову, это умение очень полезно на самом деле. Да. Ведь сводить питомца на маникюр – удовольствие не из дешевых, а тут под четким контролем профессионалов можно научиться проводить манипуляцию, я тороплюсь что-то, с лапками и любимцем. Мне подсказывает режиссер, мы очень ждем официального открытия выставки, но пока немножечко задерживается. Мы хотим же, конечно же, главную сцену потом показать, это будет чуть позже. А пока в нашу студию мы зовем первого гостя, генерального директора нашей телекомпании «Юрган» Александра Юрьевича Кузнецова. Александр Юрьевич, ждем вас, приглашаем к нам в нашу передвижную студию. Милости просим сюда, пожалуйста. За круглый стол. Александр Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, начнем, наверное, с такого вопроса. Уже второй год наш телеканал делает выставку доступной для всех зрителей всего региона. Так вот,
Это нет, Да. это уже на самом деле здорово. Второй год у нас есть уникальная возможность не только посетителям, зрителям, да, непосредственно показать, но и огромному количеству, я не ошибусь, сотням тысяч телезрителей, потому что это же не только республика. На самом деле все правильно, абсолютно. Вот этот прямой эфир, который мы сегодня проводим отсюда, да, с выставки достижений народного хозяйства Республики Коми, он значим как для телеканала, потому что мы позиционируем наши возможности, так и для самой выставки. Вы понимаете, около 35 миллионов человек в настоящее время составляет телевизионная аудитория телеканала «Юрган». Благодаря нашим спутниковым платформам, благодаря интернету. О выставке сегодня могут знать не только жители нашей республики, все без исключения, но и жители страны, и не побоюсь этого слова, конечно, со всего мира, наверное, так. 22 августа. 22 августа, да. Большой-большой праздник у нашей республики. И, конечно, еще не юбилей, 98, но, тем не менее, я думаю, у вас найдется много хороших, добрых слов, пожелания, поздравления нашим жителям нашей республики. Абсолютно. Я, на самом деле, хочу обратиться ко всем жителям республики и поздравить их с наступающим днем рождения, с 98-й годовщиной образования Коми автономии. А еще хочу пожелать главного, чтобы чувство гордости за нашу республику никогда не покидало нас. С праздником, с наступающим праздником. Да, в нашей республике есть чем гордиться. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Спасибо. 19 августа 2016 года в честь 95-летия состоялась первая выставка «Достояние Севера». Многие посетители тогда ходили по рядам со словами «Мы и не представляли, что все это есть в нашей республике». Кстати, средняя посещаемость выставки «Достояние Севера» 80 тысяч человек. В этом году организаторы планируют преодолеть планку в 100 тысяч посетителей. Более 150 заявок от разных предприятий республики. Это намного больше, чем на выставках прошлых лет. Сейчас участники уже с трудом вмещаются на площадях уютного ТРЦ «Июнь», но в тесноте, да не в обиде. Ну, я думаю, самое время вспомнить, как проходила выставка «Достояние Севера» в прошедшие года. Здесь представлены не только предприятия, здесь представлены и сервисы, и услуги, и, конечно же, потенциал. Сделаем такой прямой эфир, когда руководители районных администраций находятся на местах, руководители министерств на местах, чтобы был тоже вопрос, так сказать, адресованный главе по тематике, так сказать, тот или иной руководитель мог тоже подключиться и ответить, когда, в какие сроки, что будет сделано. Я очень рад, что сегодня нашу выставку, ее работу, деятельность предприятий освещает наша телекомпания «Юрган», которая совершенно недавно стала действительно одним из крупнейших телеканалов нашей России. Ее аудитория расширилась не просто в разы, на несколько порядков. И если несколько лет назад мы могли это все показать только жителям республики, то сегодня мы это показываем жителям фактически всей нашей страны.
прямом эфире программа «Студия 11» и выставка «Достояние Севера». Еще немножечко полезной, интересной информации с выставки тем, кто не вылезает с грядок. С огромным удовольствием разводит клубнику и любуется каждым своим саженцем. Прямая дорога к площадке Россельхозцентра. Опытные специалисты проконсультируют каждого гостя, расскажут о правильном уходе за растениями и помогут решить дачные вопросы, если такие есть. Республиканская ветеринарная лаборатория предлагает на некоторое время стать самым настоящим исследователем. Различные микроскопы, приборы для определения нитратов в овощах, опытные образцы, разве что белого халата не хватает. Ну, много полезной информации и ярких впечатлений ждет вас в эти 1,5 часа. Сама выставка работает в ТРЦ «Июнь» с 10 утра до 19:00. А пока предлагаю перенестись на главную сцену. Через пару мгновений начнется торжественное открытие выставки «Достояние Севера». Я, ты, мы, достояние Севера, да-да-да, все мы, достояние Севера. Я, это ты, это я, наши мечты, там, где родимые края, северо-верная земля. Я, ты, мы, достояние Севера, да-да-да, все мы, достояние Севера. Да, ты, мы, достояние Севера, да-да-да, все мы, Севера. Я, ты, мы, достояние Севера, да-да-да, все мы, достояние Севера. Я, ты, мы, достояние Севера, да-да-да, все мы, достояние. Благодарим ребят, которые написали и презентовали гимн выставки «Достояние Севера» Артемия Барсукова, Полину Сахненко и Центр танца «Босс Комьюнити». Ваши аплодисменты. Виджа Олан и Дона Йортиас. Добрый день, уважаемые гости и участники выставки достижений и возможностей отрасли народного хозяйства Республики Коми «Достояние Севера». Выставка, уже став традицией, в 4-й раз открывает свои двери в канун и в рамках празднования 98-летия государственности Республики Коми. Для открытия выставки на сцену приглашаются председатель Государственного совета Республики Коми Надежда Борисовна Дорофеева и заместитель председателя правительства Республики Коми, министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Анатолий Пантелеймонович Князев. Добрый день, дорогие уважаемые земляки. Пыди пукта на войтер. Толий Пантелеймонович, говори. Бурлен Дунаердес. Дорогие друзья, участники нашей выставки, очень приятно видеть веселые лица. Мы на этой площадке собираемся 4-й раз. Это выставка наша основная. Тут в основном присутствуют самые лучшие предприятия нашей республики. И мне стыдно показывать свою продукцию. Я скажу, что из всех таких знаменитых наших предприятий мировым именем это Лукойл, Газпром, из транспортных предприятий РЖД. Скажу, очень насыщенно мы сегодня посмотрели выставку МЧС у нас во главе генералом Князевым Александром Александровичем. Конечно, скажу, что и аграрии не отстают, флагманы нашего предприятия, они показывают свою продукцию, и среди них самый передовой, продвинутый у нас птицефабрика Зеленецкая. И скажу вот для справки, в России всего 80 птицефабрик, из 80 птицефабрик наша 5-ка лучше по эффективности работы. Дополню еще, что не хватает еще одного предприятия для отрасли. В следующем году будет дополнено еще одним. 20 числа мы будем проводить торжественное мероприятие по поводу завершения строительства Сосногорской теплицы. Я думаю, что в следующем году они будут обязательно здесь выставлены. Ну, насыщенно очень выставляются у нас муниципалитеты, с большой любовью оформляют свои стенды. Это ощущается именно отношение работников к своему району, к своему муниципалитету, городу, поселению, в
вкладывается душа вот в этих экспозициях. Ну, я думаю, что мы с вами вместе пройдем, обойдем, порадуемся за наши предприятия. И я готов вот сейчас объявить, что выставка достижения и севера ВДНХ, выставка достижения севера объявляю открытой. Спасибо. Уважаемые земляки, уважаемые гости столицы, всех вас приветствую и поздравляю от имени депутатов Государственного совета Республики Коми с открытием 4-й региональной выставки «Достижения достояния Севера». Уважаемые земляки, у нас с вами сейчас в 4-й раз есть уникальная возможность все в одном месте, за один день, и сразу увидеть то, что мы сегодня, тем, чем мы сегодня с вами гордимся, достижениями, результатами работы наших предприятий, городов, районов, всех тех неравнодушных людей, которые сегодня своим трудом и отношением прославляют наш Коми-край. Я выражаю благодарность организаторам выставки, я выражаю благодарность спонсору Монди, главному нашему спонсору этой выставки, за тот вклад, за ту энергию и душу, которую вы вкладываете в организацию этого мероприятия. Это брендовое мероприятие для нашей республики. Мы очень гордимся нашими земляками. Я желаю всем накануне Дня государственности Республики Коми как можно больше получать радости от созидательного труда, как можно больше гордиться результатами труда простых людей нашей республики и, конечно же, мира, тепла в ваших домах, благополучия и достойной жизни. С праздником Кузнем Дабур Шут! Уважаемые гости и участники, выставка достижений и возможностей отрасли народного хозяйства Республики Коми «Достояние Севера-2019» объявляется открытой. Мы приглашаем наших... Итак, выставку «Достояние Севера» официально открыли Надежда Дорофеева, председатель Государственного совета Республики Коми, и Анатолий Князев, заместитель председателя правительства Республики Коми. А мы продолжаем прямой эфир из нашей студии. Да, в прямом эфире. Программа «Студия 11», выставка «Достояние Севера». Напоминаем, что сегодня каждый может познакомиться с достижениями и возможностями народного хозяйства республики. Всех ждем в торговом центре «Июнь». Выставка будет проходить до 7 часов вечера. Если вы еще не здесь, это надо срочно исправить. Точно, исправить это нужно, а нам, как и вам, уже поскорее хочется познакомиться со всеми площадками. И это мы будем делать на протяжении всего эфира. Но начать, конечно, хочется с самого главного для каждого из нас – со здоровья. Соглашусь полностью. Гости ВДНХ с Коми смогут прогуляться по самой настоящей аллее здоровья, пройти экспресс-диагностику, потренироваться в оказании первой медицинской помощи и закрепить правила гигиены. В общем, много полезного и интересного. А в нашей студии участник аллеи здоровья, заведующая лабораторией клинической иммунологии Центра СПИД Анастасия Седова. Анастасия, приглашаем вас. Здравствуйте. Для начала мы поздравляем с предстоящим праздником, Днем Республики. Расскажите, почему важно было Центру СПИД выставить со своей экспозиции на этой выставке? И что такого интересного для посетителей вы показываете, рассказываете, объясняете? Ну, в первую очередь, взаимные поздравления с праздником Днем Республики. Наш Центр СПИДа уже 2-й год подряд использует данную возможность участвовать в выставке. Проблема ВИЧ-инфекции СПИДа уже не одно десятилетие беспокоит мир. Цифры по ВИЧ-инфекции возрастают. На 1 августа 2019 года порядка 1500 ВИЧ-инфицированных в городе Сыктывкаре и порядка 1668 человек в Республике Коми. Ежегодно прирост составляет 450 человек. И это надо понимать только официальные данные. По неофициальным данным, к сожалению, сложно сказать, сколько человек являются зараженными ВИЧ-инфекцией. ВИЧ-инфекция не проявляет себя внешне.
взглянув на человека, нельзя понять, болен ли он ВИЧ-инфекцией. В среднем 10 лет проходит бессимптомная стадия, когда человек чувствует себя как обычно. Но, Ну, на самом кстати, деле, сдать это анализ. очень интимная просто Да. проблема, и не Многие все стесняются приходить. Можно ли как-то самим это сделать, без, допустим, участия Только ли в врачей? поликлинике, или можно все-таки как-то... Да, есть возможность, появилась в нашем современном мире. В рознице продаются экспресс-тесты по слюне. Они неинвазивны, не нужно забирать кровь, колоть пальчик. Называются они Ораквик. И вот они как раз и представлены сегодня в нашем отсеке. Мы проводим всем желающим анонимно, бесплатно данную диагностику по слюне. Занимает она всего 20 минут. То есть человек к нам приходит, через 20 минут он узнает результат. Ничего себе. Конечно, Насколько точен результат на самом деле? 99,9%. И чувствительность. Потому что всегда же и кажется, что если специфичность. не без вмешательства, да, в организм, то кажется, что какой-то там может быть там погрешности какие-то существуют. 99 это Да, это 100% очень точный почти. тест. Единственный нюанс, что это тест антительный. Он определяет антитела к ВИЧ. То есть, если заражение произошло, грубо говоря, неделю назад, он не покажет, потому что организм еще не выработал антитела. Ага. То есть... То есть в каком случае тест покажет результат точный? От месяца до 6 это срок, когда вырабатываются антитела после попадания вируса. С поводом сдать являются незащищенный половой контакт, то есть без презерватива, или пользование одной иглой, ну, если у кого-то был опыт такого вот негативного использования наркотиков. То есть любой человек, кто имеет незащищенный половой контакт... Кто ведет себя не совсем правильно, скажем так, лучше перестраховываться и периодически проверяться. Как? Насколько периодически? От каждого полового контакта через месяц надо идти проверяться, если он был без презерватива, получается Если у так. человека семья. Да. Вот Либо ты с одним партнером... Нужно, не нужно проверяться тогда. Если один Если вы два проверились человека, оба здоровы и друг другу верны, то вам проверяться не нужно, ей неоткуда взяться. ВИЧ не передается через укусы насекомых, не передается в бассейне через воду, не передается через посуду. Кстати, об этом я тоже считаю важно и нужно рассказать, потому что многие об этом и не знают. На стенде наверняка об этом рассказывают. Вся раздают информация у буклеты. нас есть на стенде. Раздаются буклеты, где четко написано, чего стоит бояться, чего не стоит бояться. Ну вот сегодня вот мы предлагаем такую уникальную возможность Еще обследоваться. интересно, это безболезненно ведь тоже? Безболезненно, да. Тест представляет собой такую лопаточку, которая проводится по верхней десне, по нижней, и опускается в специальный раствор. 20 минут? И 20 минут, Да, и идет и точно реакция. знаем. И, человек может сам дома, купив этот тест, провести, потому что он очень легок в интерпретации. 2 полосы плюс, 1 полоса минус. По типу как тест на беременность. То есть, если одна полоса, все супер, человек здоров, может жить спокоен. Спасибо вам большое, Анастасия. Я думаю, нашим телезрителям на самом деле стоит воспользоваться возможностью бесплатно проверить себя, подойти к стенду Центра СПИД. Спасибо большое. Думаю, что самое время пожелать всем гостям Коми ВДНХ, тем, кто наблюдает за происходящим с экранов телевизора или монитора, и вообще всем крепкого здоровья. А мы перенесемся на саму выставку. Вместе с нами сегодня работает наш коллега Евгений Стокас. Он наверняка уже успел прогуляться по площадкам. Женя, привет! У нас уже к тебе много вопросов. Как настроение участников и посетителей? Что вокруг тебя происходит? И что посмотреть вообще успел? Здравствуйте, дорогие друзья! Привет, студия! Здравствуй, Республика! Мы рады приветствовать вас на ВДНХ 2019. Мы находимся вот в самом центре. Здесь представлены крупные промышленные организации, крупные налогоплательщики, мелкие хозяйства, главные учреждения республики, в том числе бюджетные. Все те, кто делает жизнь в Республике Коми, вот такой, какая она есть. Мы вот подошли буквально сейчас к центру «Мои документы». Нас уже встречает Наталья Жигунова, руководитель центра. Наталья, здравствуйте еще раз. Как у вас дела? Много ли людей подходит? Вы здесь, наверное, с утра уже стоите? Мы здесь с утра подходят, консультируются, узнают, как получить загранпаспорт нового образца, какие документы можно у нас оформить. На самом деле консультации оказываем. А что вот чаще всего спрашивают? Чаще всего, но сейчас актуален вопрос паспорта, как я уже сказала, загранпаспорт. Люди едут в отпуск. А вы вот на выставке что представили? Какие можете услуги оказать? У нас 260 услуг, и большинство из них, это, конечно, самые востребованные, это услуги Росреестра, это регистрация прав, регистрация собственности, кадастровый учет. Услуги МВД, регистрация по месту жительства, паспорт, ФНС услуги. Ну, у нас огромный перечень услуг. Очень Все, много. что касается взаимодействия государства и заявителя. Хорошо, а можно вот что-то у вас посмотреть, какую-нибудь сувенирную продукцию, потыкать во что-нибудь? Так.
уважаемые телезрители, заходите, пожалуйста, за флажочками. Поставите дома, будете вспоминать о моих документах, как быстро они вам все сделали. Ну что ж, дорогие друзья, мы пойдем, наверное, дальше. Спасибо большое, Наталья. Спасибо. Пойдем, наверное, дальше. Если у нас есть немного времени, давайте, может, спросим кого-нибудь, да? Давайте, может, пообщаемся. Здравствуйте, господа. Нет? Окей. Не знаю, давайте спросим у кого-нибудь из гостей выставки, что они уже успели посмотреть. Вот, например, вот девушка. Девушка, здравствуйте. Вы на выставке уже что успели посмотреть? Мы только пришли. Только пришли. А что хотите? А мы хотим посмотреть скат квартиры. Хорошо, спасибо большое. Так, дальше давайте посмотрим, еще с кем-нибудь пообщаемся. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы на выставке давно ли уже? Что уже успели посмотреть? Мы еще ничего не успели. Мы выступали, мы коллектив. Хорошо. Мы выступали на улице. Спасибо большое. Спасибо, хорошо. Ну что ж, друзья, как видите, еще вот выставка только открылась, только началась, еще не все, конечно, успели посмотреть. Алена, Катя, но у нас еще все впереди, вам слово. Спасибо, Женя. Площадок сегодня и правда много. С каждой хочется познакомиться поближе. А этим мы сейчас, собственно, и займемся. В нашей студии представитель одного из старейших предприятий республики, который уже более 70 лет снабжает столицу, города и районы Коми отличной молочной продукцией. Рядом с нами главный технолог Сыктывкарского молочного завода Татьяна Лобанова. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мы знаем, что у Сыктывкарского молочного завода просто регулярно обновляется ассортимент. Вот буквально поближе подойдем немножко. В ближайшее время что-нибудь интересное появилось? Да, за прошедший год мы запустили в производство йогурт фруктовый, витаминизированный, 4 вкуса вот представлены здесь. Это продукт вырабатывается из натурального молока, подобранного в соответствии с техническим регламентом. И добавляется в процессе розлива добавляется фруктово-ягодный наполнитель. Данный продукт мы разрабатывали определенное время, подбирали фруктово-ягодный наполнитель, заключили договор с производителем высококачественных фруктовых ягодных наполнителей и также приобрели новое оборудование именно для производства данного йогурта, чтобы была возможность вырабатывать данный продукт несколько вкусов в смену. Там в процессе производства идет перемешивание йогуртовой основы с фруктовым наполнителем. Ну вот даже если взглянуть, да, на самом деле здесь да, персик, 4 вкуса, злаки, клубника и черника. Ну на самом деле на такой вкус. очень, да, на любой вкус разнообразно, можно каждому свое любимое что-то найти. Ага. Так, да. И вот сыр, я смотрю. И за прошлый год было введено производство сыр крестьянский. Данный продукт является сыром без созревания, мягкий сыр. Он имеет нежную, в меру плотную консистенцию и, прежде всего, обогащает организм человека кальцием и белком. А можно прямо сейчас? Да, конечно, попробуйте. А я думала, ты как сладкоежка будешь йогурты сладкие пробовать. Нет, на самом деле я обожаю сыр, поэтому я просто не могу не воспользоваться этой данный возможностью. Продукт мы вырабатываем вот в таких вот формах небольших, по 250-300 грамм, и в более крупных формах, а далее разрезаем на подобные сегменты. Ну, на самом деле ведь не только у нас есть возможность попробовать, наверняка у вас там на стенде тоже конечно. много вкусняшек, можно подойти, да? Да. Изумительный сыр, он малосоленый, да? Да. Его можно даже посолка идет продукта сверху, и особенность данного сыра заключается в том, что он вырабатывается с использованием творожной сыворотки. А мне вот всегда было очень интересно, а насколько вот продукция наша пользуется спросом? То есть наверняка же не только в столице, да, как мы уже сказали, и по районам, и городам, может быть, вообще за пределы республики. Да, спрос на данную продукцию есть, и покупатель распробовал вкус и качество данного продукта. И мы регулярно выпускаем данный ассортимент. Ну вот любое производство должно идти в ногу со временем. Как часто закупаете новое оборудование, вот технологически обновляетесь? На нашем производстве обновление оборудования происходит ежегодно. В этом, например, году было заменено емкостное оборудование и усовершенствованы системы мойки.
А так ежегодно мы обновляем и оборудование аппаратного участка, а также запускаем новые линии по производству масла, по производству творога. Чтобы выработать качественный продукт, нужно современное, автоматизированное, менее энергозатратное и более современное оборудование. Пока Алена сейчас будет задавать еще один вопрос, можно я с персиком попробую? Конечно. Мне вот всегда было интересно, у Сыктывкарского молочного завода свое поголовье? Вот это был такой вопрос, который меня на самом деле волновал еще до нашего эфира. Я прямо ждала, как я его вам задам, или это вы все-таки поддерживаете наших местных фермеров? Ежедневно на предприятие поступает более 50 тонн сырья. Это в основном это хозяйство Республики Коми, ближайших районов. Это очень вкусно на самом деле. Да, Хотя я также, небольшая сладкоежка, но вкусно. Также Простите. наше предприятие идет по пути развития собственной сырьевой базы. В нашем холдинге 4 предприятия, которые по возможности предприятия вкладывают свои средства. Ну и есть предприятия достаточно развитые, сельскохозяйственные, которые увеличивают свою сырьевую базу, увеличивают поголовье. Они также поставляют сырье на наше предприятие. Ну вот понятно, новинки новинками. Мы их не только прорекламировали, но и попробовали. Это на самом деле очень вкусно. Но у вас лично есть свои любимцы из вашей продукции? Что-то вы лично? Понятно, вы технолог, вы, понятно, все знаете. Но вот Я сторонник классического ассортимента, предпочитаю продукты без вкусовых добавок, такие как кефир, сметана, ряженка, творог. Классику. Знаете, я на самом деле все жду, когда появится такая, так скажем, лимитированная коми-молочная линейка, допустим, йогурт со вкусом морожки, знаете, там с нашими ягодами или с брусникой. Вот, может быть, планируется что-то такое или какие-то другие новинки вот сейчас на данный момент на заводе разрабатываются? Но в настоящее время мы этот вопрос обсуждаем, будем продолжать работать и возможно, заменять фруктово-ягодные наполнители. Ну вот в настоящее время все обсуждается. Ура, скоро ждем новинок, то есть, на самом деле, кстати, вот, обычные покупатели говорят в магазинах, что вот как Алена пришел, вот мне не хватает с морожкой. Кто-то пришел, сказал, вот я бы вот такого-то хотел. Вот добавляют брусничный Во время смузи. дегустации, конечно, идет обмен информацией, но данные наполнители, они как раз и выбраны как самые ходовые среди покупателей. Татьяна, спасибо вам большое, это было очень вкусно. Спасибо, что пришли, а наших телезрителей мы приглашаем, конечно, на площадку Сыктывкарского молокозавода. Вкусить все самим, это на самом деле стоит, чтобы прийти и попробовать. Спасибо большое. Спасибо большое, Татьяна. Еще небольшую информашечку. Да. На выставке «Достояние Севера» подведут итоги конкурса детских рисунков в рамках Всероссийского фестиваля «Вместе ярче». В течение лета оргкомитет принимал детские работы на тему «Зачем нужно электричество?». Участникам, детям с 6 до 14 лет, предлагалось порассуждать на тему грамотного потребления электричества. На конкурс поступило около 50 работ со всей республики. Абсолютно все участники получат памятные подарки от организаторов. Кстати, Коми с 2016 года принимает участие в движении. В этом году организована Всероссийская эстафета Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе ярче». Коми передает эстафету Кировской области. В общем, приходите все, будет интересно, с детьми, со всеми, можно попробовать много чего вкусного. А наш Женя в это время уже смотрит площадки, которые подготовили районы и муниципалитеты нашей республики. Вот режиссер подсказывает, слышу, что он уже готов поделиться впечатлениями. Женя, передаем слово тебе. Спасибо, студия. Да, вот мы перешли к муниципалитетам республики. Первая наша остановка – это лично мой родной город, город Сосногорск. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. Это Лариса, представляет Сосногорск. Скажите, что представили на выставке? Сосногорский муниципальный район заявился в этот раз с нашим заводом. Сосногорский газоперерабатывающий завод, флагман отечественной газопереработки, старейшее предприятие отрасли республики в целом. Нам 80 лет будет в 2021 году. Республика отметит свое сотлетие, а мы отметим 80 лет. Мы привезли уникальные образцы. То есть это... Давайте посмотрим. Давайте. Это та продукция, которую выпускает наш завод. Техуглерод – это черный. Потрогать можно или это? Потрогать можно, но не сломайте. Не Они сломать. все-таки уникальные. Нет, взять, наверное, у вас не получится. Наверное, нельзя. Ну вот, возьмите. Это вот это что? Это техуглерод. Это техуглерод, который мы выпускаем, и он, не поверите, используется в лакокрасочных изделиях, понятно, и в резинотехнических. В резинотехнических изделиях, так как покрышки. То есть вы сейчас ездите, держите в руках то, на чем ездит Формула-1. А что еще от города привезли?
Мне Вот я кажется, смотрю ювенир, флаг, да. сувенирную продукцию. А вот это вот что? Вот это, скажите. Вот что это уникальная книга, как уникальный завод. Это книга приказов 45-го года. Тоже о заводе. Если вы... Хорошо. Да, конечно. То есть- Хорошо, тоже о заводе. А вот это, вот смотрите, это какая-то Да, вообще древняя вещь. это в 1935 году было открыто месторождение сидельского газа, откуда пошел газ в Республику Коми. Уникальное месторождение. И эта табличка стояла там. Мы его туда привезли. Поздравьте от Сосногорска республику и выставку. Мы делаем все для того, чтобы в республике было хорошо жить. Мы перечисляем налоги на то, чтобы было достойно жить. Мы поздравляем республику, и мы гордимся тем, что мы находимся здесь. Спасибо большое. Пойдемте дальше, уважаемые друзья. Следующая остановка у нас город чуть покрупнее и поближе, недалеко от Сосногорска, город Ухта. Здравствуйте, девушка, как вас зовут? Ксения. Ксения, меня Евгений, очень приятно. Расскажите, с чем приехали? Я смотрю, у вас что-то вкусное есть. С чем приехали на выставку? Ну, во-первых, экспозиция нашего муниципалитета приурочена к 90-летию. В этом году Ухта празднует 90 лет. Мы хотим, чтобы это знаменательное событие запомнилось каждому, и поэтому в основе нашей экспозиции это фотозоны. Одна историческая, как вы можете видеть, голова Ленина, самая большая голова Ленина. Ну, это самый знаменитый монумент. Давайте, может, 3-метровая конструкция. Во-первых, это символ светлого будущего и знак того, что Ухта была построена в нелегкое время, в эпоху Советского Союза. вот что, вот эта красота. Прянички, изготовленные в Ухте горкой, с глазурью, опять же, на них изображен логотип 90-летия. Он был разработан специально как переосмысление герба города. Здесь также, как и на гербе, изображены нефтяные вышки, северное сияние. Да. Я бы попробовал, на самом деле, но они запакованы так красиво. Вот, Возьмите, пожалуйста. но, не знаю, откройте для меня. Я бы вот попробовал, если вам не сложно. Какой вам больше нравится? Зелененький. Да, зелененький успокаивает. Ладно, давайте, мне тут... Я покушаю чуть попозже, потом скажу, вкусно было или нет. Студия, пожалуйста, слово вам. Спасибо, Женя. Повторюсь, что павильоны на выставку «Достояние Севера» подготовил каждый муниципалитет республики. Города и районы старались креативно подойти к презентации родной территории. Кстати, насколько креативно, вы можете оценить сами. Ждем всех в ТРЦ июнь до 19:00. А в этом году замечательному городу нефтяников Усинску исполняется 35 лет. Наверняка на площадке города в связи с этим представлено много занимательного. А это мы, кстати, сейчас и узнаем. У нас в студии Татьяна Александровна Анисимова, первый заместитель руководителя администрации города Усинск. Татьяна Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. С юбилеем, с наступающим Днем Республики. А что Усинск приготовил для выставки? Спасибо большое за поздравления. У нас юбилей впереди, 7-8 сентября, поэтому всех приглашаем в гости. Вот. Ну, Усинск готовился и готовится и к юбилею, и к выставке готовился. Хочу сказать некоторые впечатления вообще о выставке сама. Вот я обошла и посмотрела. И хочу сказать, что насколько мы вперед продвинулись вот с первой выставки. То есть сегодня это не первая выставка, а 4-я, да? Поэтому, знаете, радуешься за республику, радуешься за то, что действительно мы развиваемся. Ну, а если говорить о нашей экспозиции, то мы сегодня представили здесь «Дорогами Усинска» 35 лет дорогами Усинска. У нас интерактив, который, значит, в вагончике. Мы можем попеть песни тех лет комсомольской стройки. То есть, все по-честному. Вот, то есть у нас там викторина. Если кто знает историю Усинска, он получит дополнительный приз. Вот. Ну, а если... И вторая составляющая, это, конечно, значит, то, чего мы достигли, допустим, в нашем сельском хозяйстве, в творчестве. Мы здесь немножечко представили вот нашу продукцию, это мы готовимся, наши предприниматели тоже готовятся вместе с нами к юбилею. Это пряники, это, значит, продукты сельского хозяйства ООО «Северный» и так далее. То есть, в общем-то, мы полномасштабно готовимся. Если говорить о том, что сделано в Усинске уже к этому времени, работа еще продолжается, у нас еще есть время, но Усинск полномасштабно готовится к своему юбилею. Мы, конечно, в первую очередь приводим дом в порядок, потому что начинаем с дорог. Мы в этом году сделали очень много дорог в городе.
тротуаров, мы фасады зданий украшаем всевозможными граффити и так далее. То есть мы занимаемся оформлением центральной улицы новыми стилобатами, баннерами и так далее. То есть, ну вот, цветники разводим, рассаживаем зелень и так далее. То есть стараемся, чтобы создаете уют, так в сказать. городе, чтобы население понимало, что сегодня действительно праздник в городе. Татьяна Александровна, вот вы уже сказали как раз про творчество. Я просто не могу не спросить, просто площадку Усинска видно буквально у нас через дверь, и там Да, ходят мы девушки в периодически- таких прекрасных шляпах. Да, наши телезрители тоже это видели уже. Да. Это мы не первый год привозим сюда наш ансамбль из деревни Новик-Бош. У нас в деревне вот такой прекрасный коллектив. У нас прекрасный там руководитель Татьяна Аксентьевна Викторова, она тоже здесь с нами. Вот это их творчество два в одном. Они и поют, они и сочиняют, они и изготавливают себе Какой свои талантливый наряды. Усинск, Талантливые конечно. люди, да, очень талантливые. Удивительно, Здесь на мы самом представили вот как раз их шляпами. Это те памятники, которые на сегодняшний день есть в нашем молодом городе. То есть это вот наши молодые памятные места. Но ведь хорошим настроением, в принципе, легко делиться, да? Ведь это столько счастья. Поделимся, давайте. Поздравим усинцев с предстоящим юбилеем. Поздравим жителей республики с предстоящим днем рождения нашей республики. Ну, давайте начнем с первой даты. Это день рождения республики. Я сказала, что мы рады, что, наверное, мы как город именно образовались и живем в городе, в республике Коми. Республика Коми очень интересная, многообразная, очень богатая республика, как полезными ископаемыми, так и людьми. Поэтому мы поздравляем от души, Усинск поздравляет республику с ее днем рождения. Желаем процветания и развития. Ну а своему населению, своим коллегам-усинцам я хочу сказать тоже огромные слова благодарности за то, что мы все вместе 35 лет идем дорогами Усинска. Я благодарна всем тем, кто сегодня готовится к юбилею. И, конечно же, благодарна, наверное, той вот ситуации, что я когда-то, 35 лет назад, приехала в город Усинск, и он стал моим родным городом. Поэтому я с удовольствием всех поздравляю от души с юбилеем и желаю, чтобы праздник состоялся. Спасибо большое, мы присоединяемся. И сами тоже, конечно же, поздравляем. Спасибо большое, Спасибо. что пришли Спасибо. в студию. Павильоны Усинска ждут всех и всех муниципалитетов. Приходите, дорогие телезрители, рассматривайте, пробуйте, угощайтесь, наслаждайтесь, напитывайтесь вот этой атмосферой. Прямо сейчас мы находимся в одном из павильонов Коми ВДНХ. Да, наша площадка, да, наша телеканала площадка «Юрган». тоже одна из экспозиций, скажем так. Выставка открыла свои двери посетителям в 10 утра. И будет работать до 19:00. Вот, Кать, не знаю, как тебе, мне уже прямо не терпится прогуляться по площадкам. А я уже успела это сделать до начала нашего эфира. Немного пробежалась по выставке и пообщалась с главным специалистом отдела развития электронных услуг и сервисов Центра информационных технологий Денисом Хайретдиновым. Денис, ну, наверное, про портал госуслуги знают уже все. Но насколько широк перечень услуг, которые предоставляются через портал? Да, госуслуги на слуху. Можно сказать об услугах в сфере ЗАГСа, регистрация рождения, регистрация брака, об услугах МВД, регистрация автомобиля, получение водительских прав, об услугах в сфере образования. Они представлены на портале детинец.рф. Ну и актуален сейчас сервис налоговой по оплате налогов. А что-то новое? Ведь наверняка постоянно появляется. Вот что. Да, добавляем новые услуги. Недавно добавили услугу по выдаче разрешений на услугу рекламных конструкций. А что-то в ближайших планах? Так, в планах на этот год услуги в сфере строительства, также услуга... Какая? Я услышала про проект. О новшестве, я думаю, наши телезрители могут зайти на портал госуслуги и почитать, там доступная информация вся выложена. Слышала про проект, который называется «Дети 11». Что это такое, для кого он? Так, сделали сайт Дети 11 РФ для родителей, чтобы информировать их об услугах в сфере образования. Сейчас... Что через этот портал можно сделать? Сейчас на сайте доступен раздел «Электронный дневник».
запись в школу, детский лагерь, детский сад и узнать результаты ЕГЭ. Насколько я знаю, вот именно «Дети 11», он сделан был так, чтобы было, не канцелярским языком таким, было интереснее, может быть, какой-то более доступная информация изложена. Я правильно поняла? Да, размещаем информацию об услуге и ссылку на электронную форму заявления. Для того, чтобы подать заявление, нужна подтвержденная отчетная запись портала госуслуг. Ну что ж, пользуйтесь порталом госуслуг. Спасибо большое, Денис. До свидания. Алена, вот чем богата наша республика? Ой, Кать, это совсем просто. Талантливыми, улыбчивыми и отзывчивыми людьми. Кстати, на выставке есть специальная фотозона «Я. Достояние Севера». Не забыть бы сделать фото. Я с тобой, конечно, полностью согласна. Но сейчас о другом, о природных богатствах. Весь мир знает, что Коми-республика богаты лесом и природными ископаемыми. Прежде всего, нефтью, газом и углем. В студии 11 представитель одной из крупнейших нефтегазовых компаний России, в состав которой входит предприятия в 35 странах мира. Компания «Лукойл». Ну а наш гость Евгения Лесковская, заместитель генерального директора «Лукойл Коми» по связям с общественностью. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот 4-й год компания «Лукойл» участвует все 4 года, да, в выставке. Каждый раз вы придумываете что-то такое прям очень интересное. Это одна из таких завораживающих выставок, да. В прошлом году, насколько я знаю, шахта, да, была. В этом году что приготовили? В этом году мы пошли по пути главного юбилея. В этом году регион наш отмечает 90-летие нефтяной промышленности Республики Коми. Безусловно, для нас эта дата очень значимая. И мы решили показать о том, как на протяжении 90 лет этот путь был пройден. Такая ретроспектива получается, да? Ретроспектива, да. Лента, так сказать. И более того, мы там выделяем такой хороший пласт под наше предприятие, потому что 20 лет работы в регионе – это тоже весомый вклад в становление, в развитие и восстановление нефтяной промышленности. Ну, я как понимаю, это часть экспозиции, это каска. Да, расскажите немножко. Да, безусловно. Смотрите, вот нефтяная промышленность современная, она не может существовать без современных, крутых таких технологий. То есть невозможно ни нефти добыть, ничего. Но при этом без опыта прошлого мы тоже не можем развиваться. Поэтому мы решили сделать некий такой микс. Мы принесли большое количество старых экспонатов, один из которых, это, например, вот эта каска. Ее в 60-е годы минувшего века носили шахтеры-нефтяники. То есть это самая настоящая Самая настоящая каска. Она, кстати, она абсолютно ни от чего не сохраняла. То есть мозг мог был, конечно, быть поврежденным, но зато здесь крайне нарядно смотрелся фонарик. Ну, собственно, в первую очередь она была предназначена для того, чтобы был можно фонарик. посмотреть? Можно, безусловно. У нас есть деревянная обсадная труба. Она очень тяжелая, я девушка хрупкая, не стала ее сюда тащить. Деревянная большая обсадная посетители труба. выставки могут подойти. Да, посетители могут посмотреть. На самом деле безумно интересно, потому что и в годы Великой Отечественной войны нефтяники берегли металл для фронта, и поэтому из куска целого дерева, из целого бревна выпиливали серединку и использовали вот в качестве обсадной этой колонны, опускали в скважину, и по ней поднималось снег. Вот. И для того, чтобы более глубоко погрузиться в нефтедобывающее производство, более глубоко погрузиться в историю, мы применили современные технологии. Это очки виртуальной реальности. То есть каждый, кто может прийти на эту выставку, может надеть эти очки и зайти в офис топ-менеджера, посетить нефтяное производство, качалочки посмотреть социальные объекты, которые мы строим, побывать на той же самой шахте и так далее. И вот проникнуться всем этим огромным, в прямом и переносном смысле. Но ведь Лукойл Коми – это недропользователь не только на территории республики, но и всего северо-запада России. Наверняка немало информации есть и в целом, чем гордиться, да, на стенде. Там людьми. Безусловно, поскольку время эфира ограничено, скажу коротко, что гордимся мы, во-первых, своими людьми. У нас сейчас порядка 7 тысяч человек работает на предприятии, и более 90% из них – это местные жители Республики Коми. Мы этим гордимся. Более того, мы являемся самым крупным предприятием, нефтедобывающим предприятием республики, и мы добываем практически 80% от общего объема добычи нашего региона, и мы тоже этим гордимся. Ну и в-третьих, это наши уникальнейшие месторождения, в частности, старое месторождение с высоким содержанием высоковязких нефтей. Это Ярига и Усинское месторождение. А их, кстати, в конце прошлого века их не могли разрабатывать полноценно, хотя там сейчас из доказанных запасов 300 миллионов тонн. Для сравнения, 15-18 миллионов – это годовая добыча
в целом по Республике Коми. То есть на большое количество, да. Некоторые еще ждут. Есть. И получается, что если в конце минувшего века мы не могли это все дело поднимать на поверхность так эффективно, то сейчас новые технологии нам это позволяют, и мы развиваемся. Ну, нельзя не сказать о том, что компания «Лукойл» идет активное, так скажем, социальное партнерство с республикой. Будет ли об этом рассказывать? Может быть, на стенде, либо каждый может сам об этом узнать, подойти пообщаться с вами? И погружаясь в виртуальную реальность, мы это можем узнать, и посмотреть информацию на стенде, и почитать, полистать любопытные буклеты, которые можно взять с собой, как фотокнигу в качестве сувенира. И я хочу сказать, что в этом году у нас социальное партнерство вышло на немножечко такой другой формат. Мы делаем акцент на реализацию таких крупных инфраструктурных проектов, строительства социальных объектов, скажем, под ключ. Это, в частности, у нас получается спортивный комплекс универсальный для игровых видов спорта в Усинске. Огромный большой комплекс. Мы собираемся завершить строительство уже к концу этого года. Завершается строительство, например, Дома культуры в Уцилимском районе. Строится, но пока еще в этом году мы не завершим. Это физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на Яриге. Вот уже практически финальная точка стоит в достройке и оснащении амбулаторий в селах Усинского района. Это очень важно. Евгений, ваш стенд наверняка там переполнил посетителями. Нам нужно вас отпускать, но перед тем, как вы уйдете, я думаю, вы поздравите и с предстоящим Днем Республики, и 90-летием отрасли. Вам слово. Спасибо за такую возможность. Дорогие земляки, я от имени компании от души поздравляю вас с днем рождения нашей любимой республики. Искренне желаю вам счастья, крепкого здоровья и как можно больше энергии для того, чтобы делать нашу красивую республику еще краше, интереснее и комфортнее для жизни. Спасибо большое, Евгения. Большое. Да. Мы напоминаем, что сегодня студия 11 в прямом эфире работает на выставке «Достояние Севера». А мы продолжаем. Напомним, в гуще событий работает наш коллега Евгений Стокас, и он уже готов делиться информацией и своими наблюдениями. Женя, передаем микрофон тебе. Да, мы сейчас на аллее здоровья, так называемой. Здесь представлены все медицинские организации республики. Ну, если не все, то их большинство. Смотрите, тут целые очереди образовываются. Давайте поспрашиваем у людей, почему они здесь стоят. Здравствуйте. Здравствуйте, телеканал Юрган. Скажите, вы зачем здесь стоите? Что хотите узнать у врачей? Щитовидку. Щитовидку хотите проверить? Да. А вот вы со знакомыми или одни пришли? Нет, сама. Сама, да? Да, хорошо. А потом куда поедете дальше? Дальше посмотрим. Хорошо. Надеюсь, все будет хорошо. Так, давайте пройдемте дальше. Вот видите, это совершенно за разными вещами могут люди сюда обращаться. Вот я вижу республиканский госпиталь ветеранов войны и участников боевых действий. Это наше передовое, скажем так, медицинское учреждение. Здравствуйте. Ольга Васильевна, это Ольга Васильевна Пыстина, врач функциональной диагностики. Ольга Васильевна, скажите, что привезли на выставку? Может быть, меня как-то проверите? Конечно, с удовольствием. Основная заболеваемость у нас – это все-таки заболевания сердечно-сосудистой системы. Во всем мире, в России, в Республике Коми не исключение. Поэтому мы стараемся ранее. Перед нами с врачами стоит задача как можно раньше выявить, диагностировать и провести своевременное лечение. Эти заболевания сейчас очень хорошо лечатся. Наше отделение функциональной диагностики настроено на выявление заболеваний сердечно-сосудистой системы. И мы проводим абсолютно все исследования, чтобы выявить, диагностировать. Это прежде всего электрокардиография. Электрокардиография в нашем госпитале проводится на современном высокоинформативном оборудовании. Это компьютерные комплексы «Миокард» и портативный кардиограф «Миокард ПК», который мы можем использовать даже для дистанционной темы медицины. Отличительной особенностью вот именно это оборудование является то, что мы можем наблюдать работу сердца неопределенное долгое время на экране монитора, что значительно выявляет все патологию, даже вот за одно посещение. Смотрите, а вот мне 27 лет, вот мне вот что вот нужно проверить? Вот я, допустим, подозреваю, что хочу вот следить за своим здоровьем. Да, здоровый образ жизни – это… Давайте, может, что-нибудь проверим. Давайте мы проверим с вами. Здравствуйте, да. Давайте. Пожалуйста. Давайте. А мы с вами поговорим. А что нужно делать? Это на левую руку. На левую руку, хорошо. Мы хотели, чтобы вы сняли пиджак. Давайте я вам подержу. Сняли пиджак. Очень важно следить за артериальным давлением. Сосудистой системы. Что даже молодые люди страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Первое, что я вам порекомендовала, пройти электрокардиограмму. Электрокардиография, она дает все изменения в работе сердца, но в конкретный промежуток времени. Сегодня, сейчас, лежа на кушетке. И мы там не всегда можем выявить приходящие кратковременные изменения, которые возникают, например, только на фоне физической нагрузки. По лестнице бегом на 10-й этаж появились изменения. Давайте попробуем замерить, посмотрим. Я свое среднее давление примерно знаю, и посмотрим, как прямой эфир на телевидении сказывается на давлении. Да. На фоне стресса, да? Давайте. Мы сейчас вам делаем на оборудование экспертного класса фирмы Schiller. Фирма Schiller – это номер 1 в мире. Этот прибор мы можем использовать в автономном режиме, как сейчас, а можем его использовать для контроля артериального давления на фоне физической нагрузки при проведении тредмил-теста. Все оборудование. Ага. Еще раз оно пошло. Да, еще раз пошло, потому что вы сидите неспокойно, вы в это время работаете. Обязательным условием контроля артериального давления надо. Пациент спокойно сидит, расслабившись, в течение нескольких минут до этого не совершает никаких движений. И поэтому оборудование экспертного класса, оно очень чувствительно, оно очень достоверно. И сейчас оно показало вам давление 150 на 89. 150 на 89? Да, так влияет прямой эфир. Прямой эфир. У меня обычное давление 120 на 80, дорогие друзья. Но это не показатель заболеваемости. Не показатель. Наше давление реагирует на все, на стресс, на нагрузку. И именно такое давление вам сейчас нужно, чтобы обеспечить ваш организм гемодинамически. Через 10 минут оно вернется у вас в полную норму, и мы будем рады пригласить вас в наш госпиталь для мониторирования артериального давления. Спасибо большое. Спасибо большое. У нас еще одна организация, которая называется «Спорт. Новая жизнь». Вы простите. Здравствуйте, вот представитель. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я директор автономной некоммерческой организации «Спорт. Новая жизнь» Оксана Тимофеева. С чем приехали на выставку? Нас пригласило Министерство природных ресурсов. Мы благодарим за приглашение. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Мы продвигаем спорт в массы. Очень много народу в республике занимается спортом. Наша организация изыскивает средства для того, чтобы проводить бесплатные мероприятия. Мы плотно сотрудничаем с Федерацией бокса. Вместе провели недавно, у нас был лагерь бесплатный на 30 человек детей. Также мы провели Международный день бокса. У нас был конкурс рисунка, посвященный этому дню. Также были много призов, бесплатно все. Помню, мы об этом рассказывали в новостях. Вот следующее какое мероприятие проанонсируйте? Следующее мероприятие у нас будет «Запишись в секцию». К 1 сентябрю мы будем изыскивать средства для того, чтобы все больше и больше детей занималось спортом бесплатно в республике. Спасибо большое, спасибо, успехов вам. Надеюсь, много детей запишется. Спасибо. Ну что ж, вот следите за своим здоровьем. Как говорят вот врачи, нет здоровых людей, есть недообследование. Вот здесь, я уверен, недообследованным не уйдете. Спасибо большое, студия. Спасибо, Женя, да, что-то высоковатые цифры давления у меня было. Но я уверена, да, что все в порядке нашего Жени со здоровьем. Просто сейчас немножко волнуется, все-таки надо много перемещаться. Все хочется показать, это тоже как бы дополняет. Бегать между рядов очень быстро нужно, да. И, видимо... Сейчас он выдохнет, пока мы будем здесь в студии, да, и все нормализуется у него давление. Итак, выставка проходит уже в 4-й раз. Старт «Достоянию Севера» был дан еще в 2016 году на 95-летие республики. И все эти годы в каждой выставке принимают участие медицинские учреждения региона. На их стендах современные методики, оборудование и, конечно, рекомендации посетителям выставки. Как раз Женя начал тему здоровья. Я думаю, что стоит ее продолжить. В нашей студии врач-дерматовенеролог, исполняющий обязанности заведующего стационарного отделения Республиканского кожно-венерологического диспансера Татьяна Васильевна Коми. Здравствуйте, Татьяна Васильевна, здравствуйте. Насколько я знаю, диспансер участвует уже 2-й год. Да, наверняка верно. в прошлом году было посетителей много, и в этом году. Но что вы представляете на выставке? Я знаю, что у вас есть какой-то уникальный, жутко дорогой УЗИ-сканер. Не смогли мы его сюда принести, потому что его надо вот так вот аккуратно транспортировать, мы не стали им рисковать, да? Все правильно, да. Этот прибор мы приобрели и очень довольны тем, что у нас есть.
Почему? Первое, он помогает определить нам объем образования, глубину его залегания и составить определенный прогноз по ведению пациента с таким новообразованием. Конечно, основной акцент у нас на образование злокачественного характера, но мы также применяем это УЗИ-исследование при диагностике некоторых дерматозов, которые протекают вот именно с опухолевидными такими высыпаниями. И этот приборчик является хорошим помощником нам, врачам, в диагностике и в ведении больного. То есть мы что можем определить? Объем, глубину залегания, размеры образования. Ну и это нам помогает свою мысль направить в правильное русло, чтобы поставить диагноз. Я правильно понимаю, УЗИ-сканер прямо сейчас на площадке? Да, сканер у нас на площадке. Уже несколько пациентов к нам приходили и проверили то, что их волнует, получили консультацию. Поэтому, если кто-то желает, вы можете воспользоваться этим. Я знаю, что у вас еще есть еще один помощник, да, дерматоскоп. Да, дерматоскоп. Ну, это наш инструмент рабочий, ежедневный. Мы им тоже смотрим новообразование, пигментные образования, характеристики которых дают возможность врачу заподозрить онкологическое заболевание, меланому, то есть опасные такие новообразования, которые уже идут, эти пациенты, в онкологию, либо мы справляемся сами. И, кроме того, дерматоскоп помогает нам в диагностике даже наших кожных заболеваний, не относящихся к опухолевидным. То есть можно вот родинку, допустим, волнует родинка, ее можно проверить, да? Да, можно посмотреть ее характеристики. От этого зависит прогноз и тактика ведения пациента. А как долго вообще времени уходит? По времени занимает немного, в течение 3-5 минут, если это требует более детального осмотра. Если я правильно помню, наверное, в прошлом году даже очереди были, да? Да, тоже вот пациенты проявляют, вернее, наши посетители проявляют большой интерес к этому виду исследования, особенно если на лице, то есть волнуют косметические проблемы, и мы помогаем справиться с этим. Спасибо большое, Татьяна Васильевна, что пришли. Всего доброго. С наступающим Днем Республики. Спасибо Всего большое. доброго. Да. И студия 11 следует дальше. Уже в 4-й раз организатор выставки Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми. Наш коллега Евгений Стокос пообщался с исполняющим обязанности министра Александром Ремигой. Спасибо, студия. Александр Александрович, добрый день еще раз. Скажите, какая главная задача сегодняшней выставки? Вы знаете, год от года задача не меняется в целом. Это представить многообразие и культурное, и традиционное, и потенциал нашей промышленности, бизнеса и вообще в целом республики. Потому что ВДНХ сегодня является не только такой брендом нашим региональным, но уже становится визитной карточкой республики в целом и в России. У него есть узнаваемость, его знают. Вот уже несколько лет проводится ВДНХ. Какая в этом году, вы считаете, главное достоинство выставки? Выставка с каждым годом прогрессирует, и понятно, что с каждым годом растет количество участников. И это для нас, наверное, самое важное. Но помимо количественной, есть еще и качественная составляющая. Вот. На экспозиции в этом году представила у нас симулятор МЧС. Симулятор представил глазами машиниста представителей РЖД. Я могу сказать, что я вчера уже приезжал сюда вечером, да, и к этому симулятору было просто не подойти. Надеюсь, что сегодня хоть попробую. Вот. Ну и плюс, конечно же, появились новые форматы для общения. Это бизнеса с бизнесом, бизнеса с клиентами. Мы организовали специальные переговорные для этого. Плюс будет проходить прием Общественной палаты России. Там граждане смогут задать вопросы насущные. Это здравоохранение, социальная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство и так далее. Ну и заключительный, наверное, вопрос. Вот лично вас на этой выставке что больше всего впечатлило? Вы знаете, меня радует очень то, что те люди, которые участвуют и которые сюда приезжают, они здесь участвуют с инициативой, с горящими глазами. Им нравится, что здесь происходит. Они много подходят, советуют, да. И в следующем году у нас юбилейная 5-я выставка в 2020 году. И, конечно же, все советы мы обязательно учтем, сделаем насыщенную юбилейную программу, которая будет еще более многообразнее, интерактивнее и ярче. Спасибо большое, Александр Александрович. Спасибо вам. Студия, вот видите, только в лучшее верят организаторы выставки, ну и нам всем тоже стоит. Спасибо большое. Алена, Катя, вам слово.
А мы напоминаем, что мы находимся на выставке «Достояние Севера» в ТРЦ «Июнь». Выставка началась в 10 и закончится аж в 7 часов вечера. Поэтому времени еще много прийти, посмотреть, все попробовать на вкус. Посетить театральную гостиную, которая вот как раз за нами расположена. Детские площадки, да много всего здесь есть. Да. А наш Женя активно передвигается по площадкам и сейчас пробует очередные вкусности. И сейчас он находится около стенда предприятия Мясков из Ухты. Передаем, Жене, тебе слово. Да, студия, спасибо. Мы продолжаем исследовать выставку ВДНХ. Вот сейчас у нас такой гастрономический тур, скажем так. Ухтинский пряник мы уже попробовали. Вот сейчас подошли к колбасным изделиям. Здравствуйте, компания Мясков из Ухты. Представьтесь, пожалуйста. Юлия Сергеевна. Юлия Сергеевна, скажите, что привезли на выставку? Можно ли что-нибудь попробовать? Конечно, обязательно. Угощайтесь, все, что вам хотите, попробуйте. Давайте, Мясные деликатесы, филеечка, сало, можно вареные колбасы. Все собственное производство небольшое. Все вяжется вручную. Более 15 видов наименования собственной продукции. Мясные, вареные и копченые деликатесы. Без добавок. То есть это все натурально? Все натуральное, все натуральное. Соль, специи, чеснок, все. Не больше. Слушайте, очень вкусно. Мне от того вкусно, во-первых, что это вкусно, а во-вторых, потому что девочки в студии сидят и завидуют мне. Скажите, вот сколько, как вас можно вот в Сыктывкаре найти? В городе Сыктывкар вы нас можете найти в торговом центре «Строитель», в торговом центре «Веждина», также в других магазинах по улице Почтовая, Огородная и Карла Маркса. Всегда свежая продукция, привозится 2 раза в неделю, то есть сроки ограничены. Приглашаем всех посетить наши магазины. Спасибо большое. Девушки, вам тоже спасибо большое. Очень было вкусно. Ну что ж, вот такой вот у нас гастрономический тут уже тур начинается на ВДНХ. Студия, вам слово. Спасибо, Женя. Готовиться к этому яркому и красочному событию участники ВДНХ Коми начали уже пару дней назад. Монтировали стенды, подвозили продукцию, придумывали оригинальный дизайн площадки и необычную подачу своих возможностей. В общем, приятные хлопоты. Но есть люди, которые включились в работу выставки аж в конце марта. Например, представители Торгово-промышленной палаты республики. Подробнее об этом я расспросила президента Торгово-промышленной палаты Коми Юрия Колмакова. Внимание на экран. Юрий Александрович, в чем отличие выставки этого года? Во-первых, здравствуйте. Отличие выставки в том, что первая выставка, это было всего 97 участников, а сегодня у нас почти 170 участников. Мы применили новые фишечки, которые порадуют гостей республики, столицы республики Коми и жителей нашего города. Во-первых, это будет несколько сцен. Главная сцена, где будут проходить деловые мероприятия, творческая сцена, в год Театра России будет здесь проходить. Праздничная сцена для народных коллективов районных. На улице будет сцена, где будут народные коллективы выступать. Поэтому плюс площадка для деловых обменов, так называемый B2B, когда будут подписываться ряд соглашений между бизнесом и бизнесом. Поэтому это изменение. Ну вот эти фишечки, которые вы в этом году добавили, как вы их придумывали? То есть как вы садились с большим коллективом своим и все набрасывали свои идеи? Может быть, что-то предлагали жители республики? Ну, во-первых, организаторами этой выставки является Минпром Республики Коми. Мы являемся соорганизаторами выставки. Это большой коллектив, это участники со всех министерств и ведомств республики, работники ТПП, Торгово-промышленной палаты республики, мозговые штурмы и опыт. Но ведь ВДНХ, Коми ВДНХ, это не только большой-большой праздник, да, и отличное настроение, но и есть у нее краткосрочные и долгосрочные эффекты. Вот в чем они заключаются? Ну, самое главное для нас – это показать всем гостям столицы, жителям города то, что есть у нас в республике. Это, во-первых, показать. Во-вторых, это долгосрочные планы на развитие, на взаимоотношения, на продвижение товаров и услуг производителей нашей республики, города Сыктывкара. Поэтому это во благо тех, кто работает, кто умеет работать, кто производит товары и услуги в нашей республике. И личный вопрос. Ну, вы всех же наверняка знаете, есть какие-то любимчики, особенно любимые экспозиции? Я как соорганизатор могу сказать, я люблю всех. Есть, конечно, замечательные стенды, ну, есть немножко поскромнее, но есть и с этнографическим уклоном. Но все подготовились замечательно и ответственно. Я думаю, участники и посетители выставки будут рады. Мы приглашаем всех жителей Сыктывкара, гостей столицы сегодня на выставку до 7 часов вечера. Успеем, да? Можно приходить? Да,
Мы ждем всех на нашей выставке. Спасибо большое. А мы продолжаем прямой эфир студии 11, спецвыпуск. И как мы уже говорили, сегодня на Коми ВДНХ все муниципалитеты представили свои стенды. И, конечно же, Инта не осталась в стороне. Сейчас, прямо сейчас в нашей студии глава муниципального образования, городской округ Инта, руководитель администрации города Лариса Владимировна Титовец. Здравствуйте. Здравствуйте, Лариса Владимировна. Добрый день. Инте исполняется 65 лет. Еще один юбиляр. Да. Так здорово. Так, причем дата-то такая, 65. 65, 35, вот как раз Усинску. Я вот не могу не спросить, вы наверняка как-то по-праздничному оформили, так скажем, экспозицию муниципалитет. Дорогие друзья, ну, конечно же, сначала я хочу поздравить всех с 98-й годовщиной нашей республики замечательной. И Инта сегодня представляет некую экспозицию праздника. Терепкер, оленеводы, быстроногий олень. И мы в республике имеем определенную славу, проводим этот праздник уже много лет. Но не только республика заметила нас, мы участвовали в конкурсе, и 400 городов представляли свои проекты в прошлом году. И Инта получила 3-е место в стране. И сегодня у тех, кто еще не побывал у нашей стоечки, можно посмотреть и фильмы об Инте, и, собственно говоря, попробовать оленину, морожку, выпить стакан нашей воды Телашор. И, конечно, это замечательно, что вот такой праздник есть. Я была участником все эти 4 года, и могу сказать, что успехов достаточно много у Инты. Дорогие друзья, Инта выиграла грант главы в этом году 36 миллионов рублей, и именно это дает нам возможность праздник по-особенному отметить в Инте. Ну, во-первых, мы проводим ряд ремонтных работ, и это замечательно. Инта становится благоустроенней, красивей, ждет своих гостей. Ну и праздничные площадки, которые будут 22 числа, они ждут абсолютно всех. Не могу не сказать о том, что перед нашим юбилеем, а он будет 4 октября, мы решили приехать в Сыктывкар. И, конечно же, в столице начать отмечать свое знаменательное событие. И 27 и 28 числа мы будем отмечать Дни культуры Инты в Сыктывкаре. Поэтому ждем абсолютно всех. Александра Владимировна, ну вы сказали, что угощение вот можно на вашем стенде попробовать, конечно же. Но вы очень элегантная женщина. Но сегодня вы отказались от каблуков. Давайте продемонстрируем ваши... Да, вы знаете, надо шикарные носить наши сапожки. Полупимы. Полупимы, которые можно носить даже летом. И, к сожалению, я эти пимы купила у печорцев, а наши не сделали такую красивую обувь, и я их заставлю этим заниматься. Смотрите, как это здорово. И в такой обуви наверняка можно... удобно, да? А зимой тепло невероятное, я больше чем очень уверена. удобно и очень красиво. Но... Муниципалитеты дружат между собой. Вы посетили соседей. Да. Мы дружим. И вот посмотрите, мы к своим праздничным мероприятиям, какие у нас замечательные олени. Это не валяшка, которую мы сделали, но Инта город очень патриотичный. И мы своим первоклассникам в рюкзаки, на которых тоже написано Терепкер, праздник оленеводов, положим вот такой замечательный подарок именно для того, чтобы уже малыши знали все города, все муниципалитеты, и из этих пазлов они будут складывать карту Республики Коми. То есть это пазл там внутри? Да, это там внутри пазлы. Приятный подарок малышам. Да, интересно. Но малыши должны, безусловно, знать свою республику, республику. И это мы делаем каждый день, воспитывая любовь к своей родине, стране, ну и, конечно, Инте. Лариса Владимировна, вы уже, конечно, сказали слова поздравления, но ведь добрых слов много не бывает. Давайте еще раз поздравим жителей республики и, конечно же, интинцев с предстоящим юбилеем. Добрых слов много не бывает. И от всей души
от всех интинцев я хочу поздравить нашу замечательную родную республику с праздником и пожелать долгих-долгих лет и процветания. Ура! Спасибо большое. С наступающим праздником. Спасибо. Спасибо. А на связь со студией вышел наш коллега Евгений Стокос. Женя, тебе слово. У тебя там что-то интересное? Спасибо, Алена, спасибо, Катя. Мы продолжаем наше путешествие по Коми ВДНХ. Вот пришли к образовательному блоку. Подходим к стенду регионального центра повышения финансовой грамотности. Елена Манаенкова, специалист центра. Елена, скажите, что привезли на выставку, о чем расскажете? Мы на выставку привезли игру Банка России, которая называется «С финансами на «ты». Она состоит из 3 блоков. Сегодня мы представляем здесь первый блок, который называется «Личный финансовый план». Игра позволяет узнать новые финансовые знания и немножко смоделировать свою жизнь за 12 ходов, как 12 месяцев жизни. Участники учатся учитывать свои доходы, расходы, используя финансовые инструменты, такие как депозиты, кредиты, ставить финансовую цель и достигать ее. А то есть мы вот эти месяцы проходим, а как нужно играть? Давайте вот, не знаю. То есть вы делаете первый ход, крутите рулетку, и в зависимости от числа, которое выпадает на рулетке, вы вытаскиваете соответствующую карточку. Вот есть жизненная ситуация. Например, давайте да, жизненная посмотрим. ситуация. Назови тему лекции по финансовой грамотности, которую ты хотел бы посетить. Елена, какую бы вот мне лекцию по финансовой грамотности в первую очередь посетить? А вы идете личный финансовый план? Не особенно. Вот я думаю, что вам нужно начать с личного финансового планирования. Наверное. А слушайте, а на какой возраст это ориентировано? Вообще эта игра ориентирована на студентов колледжа и вуза, но я думаю, что и некоторым взрослым было бы полезно в нее поиграть. А если вот для детей, знаете, актуальная же проблема, что вот дети не умеют с финансами? Мы приготовили еще одну игру для детей. К сожалению, мы пока еще не успели ее разложить. Да, но здесь у нас представлены раскраски на финансовую тему. В принципе, если родители с детьми будут раскрашивать, они в процессе раскрашивания могут им и немножко рассказать о каких-то начальных знаниях о финансах. Ну, это да, это полезно. Спасибо большое, Елена. Мы обязательно к вам вернемся, еще пораскрашиваем. Хорошо, спасибо. Так, ну что ж, пойдемте дальше. Вот здесь у нас представлен Сыктывкарский лесной институт, издательский дом Коми, общественная палата. Ну, мы, наверное, подойдем к Коми Республиканскому институту развития образования. Здравствуйте. Здравствуйте. Галина Владимировна Китайгородская, непосредственно руководитель института. Галина Владимировна, мы знаем, что у вас должен открыться в этом году Республиканский консультационный центр. Вот расскажите про него. Что это? Я очень рада, что он открывается в 20-х числах августа. И самое важное, что он оказывает бесплатные консультации всем родителям, которые имеют детей от 0 до 18 лет, а также гражданам, которые предполагают, что возьмут на воспитание детей, которые остались без попечения родителей. Скажите, вот задачи его основные можете назвать? Задачи, конечно, это повышение компетенции родителей в области отцовства, материнства, в области образования и воспитания наших детей, нашего будущего поколения. Ну, наверное, для этого должны быть специалисты соответствующие. Да, это очень важно, что в нашем центре работает 55 специалистов. Это педагоги-психологи, это социальные работники, это воспитатели дошкольных образовательных организаций, это учителя, директора школ, юристы. То есть все те, кто имеет возможность оказать грамотную помощь нашим родителям. И непосредственно связаны с воспитанием детей. Конечно, воспитанием, образованием – это все процессы, за которые отвечает наш институт и наши специалисты. И контакты можно у вас найти. Конечно. Первое, очень важно, что мы оказываем консультацию в очной форме по Орджоникидзе 23, кабинет 111. И, конечно же, по телефону горячей линии 8 912 301 247, 8 912 191 50 03. И можно записаться на консультацию на нашем сайте. Это дистанционная консультация по скайпу. Вот видите, дорогие друзья, можно не только здесь что-то попробовать или что-то увидеть новое, но и почерпнуть какие-то новые знания. А это в нашей жизни, когда технологии и знания меняются так быстро, одно из самых важных, наверное, вещей. Алена, Катя, вам слово. А мы приветствуем в нашей студии генерального директора «Газпром Трансгаз Ухтага» Воронского Александра Викторовича. Александр Викторович, приветствуем. Здравствуйте. Вот все-таки на этой выставке все, кто экспонируется, рассказывают о своих достижениях. У вашей компании наверняка за год тоже были достижения. Расскажите о них. Да, спасибо за вопрос. У нас в нашей компании действительно много достижений за более чем 50-летнюю историю нашего предприятия. Но последнее десятилетие, на мой взгляд, выделяется из
отлично от всех периодов, потому как это очень бурный рост развития нашего предприятия. И связан он, конечно, с реализацией крупнейших инвестиционных проектов «Газпрома». Это Баваненково-Ухта и Ухта-Торжок. И вот даже за последние 5 лет, вот приведу такую цифру, поступление в магистральные газопроводы нашего общества, поступление природного газа увеличилось со 160 миллиардов кубометров газа до 190 миллиардов. А товаротранспортная работа за эти же 5 лет выросла в 1,5 раза. Вот такие достижения на сегодняшний день. Я попрошу наших режиссеров показать выставку, там, где находится как раз-таки ваш, чтобы могли телезрители посмотреть своими глазами, те, кто не успел, да. И наверняка ваша компания продвигает, осуществляет множество социальных проектов. Вот о них немножечко рассказать можно? Да, безусловно, в рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО «Газпром» и Республикой Коми мы каждый год осуществляем такие мероприятия. Ну, из последних, конечно же, помните, в прошлом году мы занимались реконструкцией аэропорта города Ухты и ремонтом городской больницы номер 1. Аэропорт Ухты на сегодняшний день отремонтирован, принимает современные воздушные суда, организовано транспортное сообщение постоянное с двумя нашими, скажем так, со столицей нашей родины Москвой и северной столицей Санкт-Петербургом. Ежедневные рейсы благодаря вот этой работе сегодня осуществляются. Мы продолжили в этом году ремонт городской больницы и, в общем-то, все отделения городской больницы будут закончены ремонтом в этом году. Большие планы у нас по ремонту других социальных учреждений. Это родильный дом города Ухты, детская детская поликлиника и огромный такой, очень нужный и востребованный ухтинцами и всеми жителями Республики Коми такой знаменитый центр детского творчества имени Корчевского. Он, безусловно, за эти годы уже пришел, скажем так, в негодное состояние, и наша задача эту ситуацию исправить. Поэтому в этом году и в следующем году мы будем осуществлять даже не то, что капитальный ремонт, там будет полная реконструкция этого объекта. Я думаю, что это будет очень таким, может быть, самым современным центром детским в Республике Коми. Ну и, конечно, да, я извиняюсь, и, конечно, вот 20 числа в Ухте будут проходить мероприятия торжественные, связанные с 90-летием города. И один из ключевых моментов или таких подарков от газовиков городу это будет реконструированная набережная газовиков в городе Ухта. Вот первый этап строительства, он заканчивается, и я думаю, что 20-го вместе с главой мы посетим этот объект. Ну вот социальные планы мы услышали, а в целом, принципе, что еще к планам на будущее относится? На будущее, безусловно, это развитие, опять же, повторюсь, связанное с реализацией инвестиционных проектов «Газпром». Это новые магистральные газопроводы Баваненково-Ухта, Ухта-Торжок. Это новые рабочие места, современные, высокооплачиваемые, высокотехнологичные. И, конечно же, программа социального партнерства с республикой, благодаря которой, я думаю, появится еще очень много социальных и нужных, востребованных жителями республики объектов. Ну что еще звучит в день рождения, накануне дня рождения? Поздравления! Конечно же, поздравления! Конечно, поздравления. И, пользуясь случаем, я поздравляю всех жителей республики, всех гостей нашего прекрасного региона с замечательным праздником, Днем Республики, и отдельно ухтинцев с наступающим 90-летием города Ухты. С праздником! Спасибо Александр большое. Викторович, спасибо вам большое за очень интересную информацию. Да. Спасибо, что пришли в студию. С наступающим праздником Республики. А мы продолжаем, и тем временем нам передают, что наш коллега Евгений отыскал кое-что очень интересное. Женя, рассказывай. Спасибо большое, студия. А мы тем временем вышли наружу. Просто посмотрите, сколько здесь всего. Пожарные машины, лодки, специализированные какие-то средства, палатки. Мы тем временем подходим вот к этим чудесам техники. Это Степан Потапов, он старший инженер. Степан, расскажите, вот что это у вас? На оснащении подразделений Главного управления МЧС России по Республике Коми имеются комплексы с беспилотными воздушными судами. Имеются более современные модели, это DJI Phantom 4 Pro Plus и DJI Inspire 1. Оснащены они как обычными камерами, так и тепловизионной камерой. Тепловизионная камера, это то есть вы можете над лесом видеть тепло, да? Она позволяет увидеть объекты в задымленной среде.
В общем, они предназначены для мониторинга лесопожарной, паводковой обстановки, поиска потерявшихся людей, пресечения нарушений на водной акватории и других видов работ. А для охоты не используется она, как вы Для охоты нами не используется. А можете какой-нибудь из них поднять, чтобы мы посмотрели, что вот правда работает? Невысоко, главное. Давайте отойдем. Давайте. Отхожу. Что-то очень футуристическое, да? Как будто неземной. Спасибо большое, Степан. Вот смотрите, а здесь у нас мобильный пункт управления. Мы сейчас сюда зайдем. Вот как раз сюда и поступает сигнал от этого квадрокоптера. И здесь его можно обрабатывать. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, для наших телезрителей. Полковник Капустин, начальник управления материально-технического обеспечения Главного управления МЧС по республике. Скажите, пожалуйста, вот чем служит этот пункт? Какие сигналы сюда приходят? Какие решения вы можете принимать? Мобильный узел связи является неотъемлемой частью подвижного пункта управления. Как говорится, без связи нет управления. Поэтому вся информация, которая необходима для руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, обрабатывается непосредственно данным центром и выводится на панель, то есть проводится видеоанализация данного мероприятия. Если работаем непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации, то, находясь в непосредственной близости к данному объекту, можем всю информацию получать непосредственно в этот центр. Угу. А это вот спутниковый телефон у вас, да, я смотрю? Это, значит, в мобильном узле связи представлены все виды связи, УКВ, КВ диапазона. Также имеются радиомосты, которые позволяют сопрягать данный центр с интернет-ресурсом и обеспечивает трансляцию не только происходящего, а также сопрягает единые дежурные диспетчерские службы муниципальных образований. А если руководить силами и средствами Коми республиканской подсистемы РСЧС непосредственно в зоне ЧС. А если вот бездорожье, он как пройдет, мобильный центр? Мобильный узел связи, значит, расположен на машине повышенной проходимости КАМАЗ, значит, что позволяет ему беспрепятственно... Сможет, да? Сможет. Спасибо большое, очень информативно. Вот так, дорогие друзья, это мы зашли только в одну машину, получается. Представьте, сколько всего здесь можно увидеть. Студия. Спасибо большое, Женя. Я напомню еще раз, что муниципалитеты представляют свои экспозиции. Можно посмотреть, попробовать. И сейчас я с удовольствием представляю еще одного гостя нашей студии. Это глава муниципального района, руководитель администрации Печорского района Наталья Николаевна Паншина. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Николаевна, как все-таки Печора готовилась к 98-летию республики? Печора готовилась, конечно, уже очень активно. И надо отметить то, что 4-й раз проводится выставка достижений народного хозяйства. И с каждым разом она все интереснее и интереснее. И пройдя все муниципалы, можно отметить, что республика-то наша в целом-то ведь развивается. И Печора не отстает. В этом году сделано очень много различных направлений, выполнено по Печоре. И самое главное, самый наш больной вопрос. И, как говорится, один из основных – это приведение в порядок улично-дорожной сети. Надо отметить, что в этом году практически 25% этого вопроса мы уже решили с помощью правительства Республики Коми, при помощи гранта, который получил город в честь 80-летия. И в целом, конечно же, город уже преображается. Проходит реконструкция парка Победы, реконструкция парка Дубинины. Полным ходом идет у нас работа, конечно же, по всем другим направлениям, по капитальному ремонту. Впервые Печора заменила 14 лифтов в наших домах. Это очень здорово. И люди печорцы уже видят изменения, позитивные изменения в лучшую сторону. И, конечно же, отмечают, что Печора становится интереснее, красивее, современнее и лучше. Ну и также все муниципалитеты, вернее, надо отметить, что все, конечно же, стараются. И чувствуется, что движение в республике идет только вперед. Ну вот,
уют создается, да, для жителей Печоры. На настроение это наверняка очень-очень влияет. Конечно, конечно. Настроение это в первую очередь. Как же жить с плохим настроением? Просто нельзя. И я думаю, что все жители видят, что позитив в республике у нас имеется. И отсюда у вас настроение, отсюда и жизнь становится веселей. Ну, вот здесь на выставке сегодня отличное настроение у всех. Я присматриваюсь, люди, которые ходят за вот стеклами нашей студии, все счастливые, улыбаются. А что вы выставили на экспозиции? Вот что Печора показывает? Может, чем-то угощает? В Печоре очень много умельцев, именно и народных промыслов. И также например, мы в этом году привезли нашего мастера Владимира Сергеевича по пошиву ПИМ. Одни из самых лучших в республике, и он даже принимает заказы из нашей столицы Российской Федерации. Он с 13 лет занимается пошивом ПИМ, и сегодня мы привезли его продукцию. Мы уговорили принять участие, и очень многие удивлены, что в Печоре есть такие мастера. Но Печора всегда славилась мастеровыми людьми. Кстати, хочу сегодня, сказать, что ПИМы мы видели, Да. прям, так сказать, да, действие ПИМы очень замечательное, качество замечательное, цена более чем доступная, хочу сказать. Так что приглашаю на нашу экспозицию нашего муниципального района Печора. Ну и ведь нужно обязательно воспользоваться моментом и поздравить всех с предстоящим конечно, праздником. пользуясь да? случаем, я от всей души поздравляю печорцев с Днем Республики Коми. Я поздравляю всех жителей с нашим замечательным праздником и желаю нашей республике только развития, только позитива и, конечно же, быть краше, лучше, интереснее, современней. Ура! Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Спасибо, С праздником что пришли. всех С праздником. еще раз. Да. Выставка достижений народного хозяйства «Достояние Севера». Нужно сказать, что вся республика сегодня сосредоточена в одном месте. ТРЦ «Июнь». Выставка ждет вас до 19:00. Приезжайте, приходите. Обещаем, будет очень интересно. А пока давайте прогуляемся по рядам выставки и увидим, что там сейчас происходит. Все работает? Да, спасибо, студия. Ну что ж, мы с вами успели очень много сделать уже, много что продегустировали, много научились, посмотрели техническое вооружение наших спецслужб и так далее, наших социальных служб. Давайте же, наконец, спросим у гостей публики, гостей выставки, что они считают, какие у них впечатления. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Галина меня зовут. Галина, Евгений, Да. очень приятно. Скажите, как вам сегодняшняя выставка, что больше всего запомнилось? Ой, очень много народу, все заинтересованные, все подходят к каждой палатке. Именно возле нашего стола деточки делают совместно с газетой «Елога» и с управлением ГИБДД Республики Коми светоотражающие элементы с коми-орнаментом. Да, И как, вот, ажиотаж, нравится? Вообще в очередь встают девочки, мальчики, родители, бабушки, дедушки. Покажите мне, пожалуйста, один элемент. Давай. Вот такой у Вот нас. мы посветим Да, сейчас на него хорошо. получается. Вот так, смотрите, уважаемые зрители, какая красота. Красота. Я думаю, это лучшее украшение для ребенка, чтобы в Коми на темных дорогах Да. его было видно, да. Особенно на сельских, согласны? Да. Так что все отлично. Элемент у нас этот выходит в нашей газете, как бы совмещаем. Мгм. Через коми-язык, через традиции изучаем правила дорожного движения. Спасибо большое. Традиции — это важно. И коми-язык, разумеется. Так, давайте еще спросим. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр. Александр, вы, я смотрю, с 3 сыновьями. Да. Не устали сегодня еще? Да нет еще. Тут еще не до конца все прошли еще даже. Смотрите, что вам больше всего на выставке понравилось? Ну, нам, наверное, как мужчинам больше всего понравились, наверное, выставка спасателей, техника, понравилось им тут пожар тушить. Ну и так прошлись, посмотрели. Сейчас определяемся, куда, собственно говоря, в какие дополнительные образовательные учреждения нам пойти. Соответственно... Туда пойдете посмотреть, да? Да, мы сейчас ходим, смотрим, сейчас определяемся. Тут решили на программирование 2 пойти. Вот. Ну, я надеюсь, вы найдете хорошее место. А тебе, вот постарше, который сын, тебе что понравилось лично? Мне понравилось то, что вот выставки, ну, также техники и то, что можно ходить и дегустировать, и смотреть продукцию, выбирать для себя качественную и открывать новую продукцию. То, что вот... Ты, наверное, с техническими вещами свяжешь свою жизнь профессионально, как думаешь? Да? Да, с техническими. Хорошо, удачи вам, успехов, спасибо большое. Спасибо, пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Вот еще. Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Татьяна. Татьяна, скажите, пожалуйста, а что вам на сегодняшней выставке запомнилось, что понравилось, что удивило, может быть? Мне понравилась организация. Потом ознакомились здесь с местными обычаями. Попробовали вкусную еду. Это важно, это важно. Да, продегустировали. Примерили парики. Вот. Посмотрели представление, концерт нам понравился. И вообще, я хочу сказать, организация на высшем уровне. Очень хорошо, молодцы, постарались. И все так красиво, и все так спокойно. У нас такая большая республика, столько здесь национальностей живет. И мы живем все в мире, да? Да. Мы это умеем делать. Поэтому вот я хочу пожелать всем телезрителям, чтобы они тоже принимали участие. Завтра здесь тоже будет праздник, приходите все. И вместе тоже проведем время и ознакомимся с обычаями нашей республики. Спасибо большое. Национальностей. Спасибо большое. Спасибо, всего хорошего. До свидания. Завтра увидимся, да, до свидания. Ну вот получше и не скажешь, я думаю. Выставка ВДНХ 2019, она призвана в первую очередь объединять бизнес и людей, про больших налогоплательщиков и небольшие предприятия. Собственно, для этого она и существует. Я надеюсь, что все, кто в Сыктывкаре или рядом, успеют приехать сюда, и мы обязательно пообщаемся. Ну а пока студия, Алена, Катя, я передаю слово вам. Можно сказать, что в течение всего эфира мы знакомили вас, наши дорогие телезрители, с республикой в лицах. К сожалению, понравившегося человека с собой не увезешь, родственникам из другого региона не подаришь, но с этой задачей отлично справляется сувенирная продукция. В рамках выставки достижений и возможностей в различных отраслях хозяйства Республики Коми проходит выставка-конкурс «Узнаваемость столицы». Какие сувениры предложили на суд жюри? Кто разрабатывал их дизайн? И когда подведут итоги конкурса, нам расскажет президент Коми ремесленной палаты Ефим Тихонович Канев. Ефим Тихонович, приветствуем вас на студии. Здравствуйте. Давайте начнем непосредственно, скажем так, с виновником торжества. Все-таки сами сувениры. Что представлено? Это традиционные кружечки, магнитики, что? Я представляю особую отрасль Республики Коми. Это народные художественные промыслы. Они связаны с историей, с культурой, но в то же время являются частью экономики, частью хозяйственной деятельности, предпринимательства. Мы в рамках ВДНХ впервые в истории проводим конкурс «Узнаваемость бренда Сыктывкара». Мы объявили этот конкурс для того, чтобы как-то нащупать почву и определить движение, в каком направлении искать бренды, чтобы узнавали Сыктывкар. Вот. И у нас поступило больше 50 работ. Что это, например? Это различные изделия из дерева, бересты, из натуральных материалов, металла, кожи и так далее. У нас есть уникальная роспись, вычегодская роспись, много работ. И вот один из изделий у нас здесь представлен. Это герб города Сыктывкара, выполнен в виде художественного литья, отделан натуральным мехом и из дерева в рамке. Вот мы считаем, что это может быть одним из брендов города Сыктывкара. Красота. Ефим Тихонович, скажу честно, мы уже успели все работы посмотреть, уже не сегодня, а еще вчера, я вам скажу. Вот, все работы, мне кажется, достойны... Наверняка. Да, достойны признания. Вот. Но мне вот интересно, по какому принципу вообще работы выбирались? То есть были же какие-то критерии отбора конкурсных работ? Критерии отбора были, да. Это изделия должны быть созданы на основе традиций, истории, культуры. То, что столетиями вошло в жизнь, в быт сыктывкарцев. Поэтому керамические кружки как раз таки с наклейками, они как раз таки без отсутствия новых технологий, то есть не используются в создании традиционных. Поэтому отбор был вот по таким критериям. Из натуральных материалов, которые бы отражали историю культуры Сыктывкара.
То есть, правильно понимаю, с бамбука бы уже не подошло, потому что бамбук это не наша культура, а вот, например, из ели и сосны отлично, да? Если я правильно поняла, жюри оценивает, да, не посетители выставки, а жюри, квалифицированное жюри, которое разбирается в том, что видят, так? Оценивает жюри, да. И когда будут оглашены результаты? В течение 2 часов. То есть уже совсем скоро мы будем знать все, Совсем что все-таки скоро. станет брендом. И будет на этой сцене замечательной выставки, будет награждение победителей. Мы пока их не знаем. Вот, по 3 номинациям. Поэтому скоро мы узнаем, что может быть брендом города Сыктывкара. Мы и вам даем возможность поздравить нашу республику с предстоящим праздником. Несколько добрых слов, да. Всех с праздником, новых удач, успехов в творчестве, в делах и в жизни. Спасибо большое, что Спасибо. пришли в студию. Всего доброго. За пробежавшее время мы успели о многом рассказать, но подождите, пропустим гостя все-таки, да. Обо всех участниках, которые более 1,5 сотен. Зато это можете сделать вы, дорогие телезрители. Если придете или приедете прямо сейчас в торговый центр «Июнь». Мы тоже сейчас снимем микрофоны и пойдем рассматривать выставку. Кась, ты куда первым делом направишься? Я хочу посмотреть все, но уверена, что застану свою дочку на детской площадке, поэтому прямиком туда. И еще фото сделаю я достояние Севера. И не забыть бы оленинки к столу. А я к ремесленникам как раз возьму себе новые сережки. Спасибо всем, кто был с нами на протяжении этих 1,5 часов прямого эфира студии 11 «Достояние Севера». Мы прощаемся с вами, но выставка будет открыта для всех и каждого до 7 часов вечера. Приходите, приезжайте, торговый центр «Июнь», вход свободный. Берите с собой хорошее настроение и отличный аппетит. Здесь есть на что посмотреть, что потрогать и что попробовать на зуб. Увидимся уже в сентябре. Это была студия 11. До встречи в новом эфире. Это уже скоро. До свидания. Пока-пока.